В каждой семье принимали по 20-30 беженцев. Делились тем, что было, жалели друг друга. Поставив колыбели в окопы, жители тех абхазских сел, подвергшихся неумолкающему обстрелу со стороны грузин, вытерпели многое. 47 выходцев из села Чгярда потеряла родина. Среди них 40 воинов и 7 мирных жителей Чгярда во время войны. Я хочу рассказать о том, что произошло во время моей смены. Сосед напротив, Заур Габелия, мне и Ковику Амичба сказал, что наша очередь дежурить. Посменно мы охраняли гараж, танки, машины, раненых с фронта. Разжигали костер, чтобы согреться. Снег лежал до метра. Возможности были ограничены. Наши воины возвращались с фронта то группами, то в одиночку. Кто за полночь, кто на рассвете, мокрые, голодные, прозябшие. В нашу смену, под утро, неожиданно на небе появился вражеский самолет. Прогремел сильный взрыв, земля ушла из-под ног. Вокруг все окутало черным дымом. Наши бойцы выхватили автоматы и стали стрелять по самолету. Я тогда не знал, что бомбу сбросили на мой дом. Когда все утихло, я поспешил домой. И что я увидел? Груда обломков вместо дома. Начал искать хозяйку. Вокруг лежали убитые животные. Наши коровы, быки, общипанные от угара куры, индюшки. Это были необычные бомбы. Не наземные, от взрыва которых остается большой ров на земле, а фугасные, которые разрываются в воздухе. Раньше я никогда не слышал про фугасные бомбы. У наших соседей дома тоже были разрушены, без окон и дверей. Некоторые по сей день не восстановили свои дома. Свою хозяйку я нашел в канаве, обгоревшую. Кожа была черного цвета. Соседи быстро завернули ее в попавшийся матрас и отвезли в больницу. Мы пережили ужас. Хочу рассказать о своих внуках. 4 моих внуков с матерью поехали в Ткварчал. Пытались улететь в Гудауту, в безопасное место. Несколько раз пытались сесть в вертолет, но не получалось. В конце договорились с одним человеком, который обещал их посадить на вертолет, если приедут утром пораньше. Это было 14 декабря. Но они не доехали до вертолета. У них по пути испортилась машина. И это спасло им жизнь. 5 человек из моей семьи могли сгореть в этом вертолете. Пусть у Шеварднадзе в семье произойдет такое горе, какое он нам принес. Мы столько пережили. 24 марта утром я доила корову. Неожиданно все всколыхнулось, будто земля разверзлась. Я не поняла, что произошло. Корова отлетела, меня сильно откинуло. Вокруг валялась мертвая домашняя птица. Я потеряла сознание. Еле живую меня нашли соседи в канаве. Отвезли в больницу. 8 раз из моих легких выкачивали сгустки крови. Рассказывали, что я кричала, но я себя не слышала. У меня лопнула барабанная перепонка, голова разбилась. Никто не верил, что выживу. Командующий Восточным фронтом Мираб Кишмария пришел меня проведать. Ему сложно было поверить, что после такой бомбы я выживу. Полумертвая, обгоревшая, ноги, руки, все в осколках. Меня спас доктор Квиквискири.
К сожалению, он сам недолго прожил. Я долго восстанавливалась, но когда услышала, что Джгярду сильно бомбят, меня никто не мог удержать. В Джгярде находилась моя дочь с 4 детьми. Я пешком дошла с Тхорчала до Джгярды. С первых дней войны я работала в госпитале, который организовали наспех в селе Джгярда. Однажды нам привезли тяжело раненого, сделали укол анальгина с димедролом, привязали к стулу и стали пилой резать руку. Когда дошли до кости, нам, медсестрам, стало просто нестерпимо. Мы так сильно плакали, что наши слезы капали на него. Доктор Гургулия сказал: «Выживешь или нет, мы должны сделать все, что в наших силах». Раненый боец выл от адской боли, но терпел, несчастный. Только анальгин с димедролом ему сделали и дали рюмку водки. После войны еще 15 лет прожил этот человек. И еще случай, который я никогда не забуду. Даур Гургули отправил меня на грузовой машине с 12 ранеными. Что мы пережили в дороге, трудно передать. После каждого ухаба капельницы слетали, не успевала обратно ставить. По пути вижу, на обочинах дороги валяются трупы. Их едят свиньи. Я жутко испугалась. Мне было всего 26 лет. Мы сбились с пути. Начало темнеть. В Тхорчале нас ждали. Они знали, что я еду с ранеными. 12 часов ехали. Раненым становилось хуже, стонали от боли, просили помощи. 3 скончались, не смогли спасти. Я замучилась. Сопровождающий нас парень сорвался, направил на меня автомат и пригрозил, что убьет, если я что-нибудь не предприму. За что? Что я сделала? Я не в силах спасти умирающих. Подумай о страданиях других, взмолилась я. Его еле-еле успокоили. Кое-как добрались до Тхорчала. Раненых вручила докторам, машина поторопилась обратно. Я просидела до утра на стуле возле раненых. С рассветом в 7 утра я пешком отправилась в Джгярду. По пути меня встретил старик на арбе. Небольшую часть дороги он довез, а остальное пешком. Честно, я никогда не проделывала такой путь и не знала эту местность. Я не успела отойти от пережитого, как стали бросать на нас бомбы. Передо мной шла женщина с ребенком. Она присела и, съежившись, обняла своего ребенка. Кто-то крикнул: «Лечь на землю». Я упала, но не помню сама, или от разрыва снаряда. Когда пришла в себя, этой женщины рядом уже не было. Я еще подумала, куда она так быстро исчезла. Проделав несколько метров далее, я увидела разбросанные части тела матери и ребенка, разорванных бомбой. Я обезумела, еле заставила себя идти дальше. Затем встретила мужчину, благослови его Господь, и умоляюще попросила его объяснить, как же мне дойти до Джгярды. Он мне подсказал, куда идти, и сказал, что путь не короткий. Шла 1,5 часа, устала, решила передохнуть. В этот момент появилась какая-то машина. Я ее остановила, попросила довезти до Джгярды. Ноги сильно болели, от голода силы иссякли. Я еле держалась. Он меня довез до Гуады. Но я не знала, как от Гуады добраться до Джгярды. Присела на землю и разревелась. Мне казалось, что я попала на вражескую территорию. Мне помогла незнакомая старушка. Указала мне путь и проводила. Обессиленная, я пришла домой. 2 дня со мной никто не разговаривал. Настолько я была психологически подавленной. Во время войны у нас была такая же участь, как и у всех сел Восточного фронта. Мы испытали на себе все муки страдания. Голодали, замерзали, горевали. 29 декабря нам сообщили, что грузины поднялись на высотку Наан. И мы быстро покинули свои дома. Был сильный снегопад. Я и моя сноха собрали наших детей, их было 7. Утром двинулись в село Члоу, к Алёше Санкуле. Его уже нет в живых, Царствие Небесное.
Мы думали о том, лишь бы добраться до его дома. Снег все валит, метель, дети замерзли, стали плакать. Мы сбились с пути. Конечности онемели, мокрая одежда прилипла к телу, сил не было идти дальше, но не сдавались, надо было спасать детей. К сумеркам, продрогшие, мы добрались до дома Алёши Сангуля. В этом доме приютили не только нас, беженцев здесь было много. Новый год встречали у них же. Затем я со своими двумя детьми 10-12 лет решила добраться до родительского дома в Гуаде. Путь был сложный. По лесу вдоль реки Кумарча корка снега заледенела и было очень скользко. То я проваливалась глубоко в снег, то дети увязали в нем. К тому же у меня в руках были тяжелые сумки с вещами. Вот таким опасным путем мы дошли с детьми до родительского дома. Это один случай, который припомнился. Другой, даже немного смешной, я называю его «Смерть моего отца». Это произошло в Цагерах, когда наши зашли в Цагеру 16 сентября, когда убили Аркадия Чачхали. Грузины оцепили местность. Мой отец оказался в окружении врага, и о его судьбе ничего известно не было. Среди убитых его не было, среди раненых не нашли, среди пленных тоже. Мы решили, что он погиб, а тело не нашли. Устроили поминки, люди приходили, сочувствовали, оплакивали, привезли гроб домой. 3 суток ждали, когда найдут и привезут тело. На 4-й день решили гроб похоронить, решив, что тело могут и не найти. И вот в день похорон, ранним утром, когда закукарекали первые петухи, мой отец зашел в ворота. Он был хорошим охотником и благодаря этим навыкам сумел выйти из окружения врага. Отец жив и по сей день. Соседи и родственники шутят, вспоминая этот случай. Мы уже заколотили однажды твой гроб, значит, ты никогда не умрешь. Еще одна история. Ребенку и 12 не было во время войны. Рядом с нами через забор был штаб. Бойцы привезли мазут в бочках. Видимо, хотели использовать как топливо для транспорта. Тамышские бойцы к нам часто заходили, и мой ребенок подслушал их разговор о том, что из разогретого мазута получается солярка. Однажды в месте, где мы кололи дрова, я увидела Чумазова сына, весь в мазуте, так сразу и не узнала. Он грел мазут, снимая сверху пену, остаток переливал в емкость. Несмотря на свой возраст, он хотел чем-то помочь нашим воинам. Как перевозить наших раненых и погибших бойцов, если не будет топлива? Он переживал за это. И те, кто с оружием защищался, и мирные граждане, взрослые дети были в гуще войны. На большой грузовой машине привезли раненых и убитых в госпиталь. Мы подбегали к машине, чтобы узнать тех, кого привезли. В тот день я тоже оказалась там. Отец Чики Адзенба, его еще называли Бао Тимур, начал ходить вокруг машины, будто чувствовал неладное. Сопровождающие наших бойцов как-то растерянно отошли и разрешили нам посмотреть на лица погибших. Тела были прикрыты простынями. Отец Чики Адзенба поднялся на кузов, приподнял простыню и, увидев своего сына, горестно промолвил: «Ах, как же ты меня убил!» Обратно прикрыв простыню, спустился. Взял свой посох, он вдруг сказал: «Я не единственный, кого постигло такое горе. Другие выдержали, и я смогу». Затем попросил мужчин поднять тело его сына, сам встал впереди и понесли домой. Грузинские фашисты. Мы думали, они наши соседи, братья, а они оказались неприятелями. Сколько бед они нам принесли. Они хотели расчистить Абхазию для себя, уничтожить наш народ, но не сумели достичь своей цели. Наши отважные воины
Самоотверженные работники тыла сплотились и победили врага. Мы, не жалея себя, и женщины, и старики, и дети, засучив рукава, работали на фронт, готовили еду защитникам, стирали их вещи, с большой самоотдачей, не покладая рук. Нас убивало другое. Когда привозили раненых и погибших на кузове машины, вот это выворачивало нашу душу. Как-то раз мне соседи сообщили, что привезли ребят из Арасадзых. Возможно, среди них и мой племянник. Подошла к месту, куда было сказано. Там на балконе лежали тела 4 наших бойцов, покрытые простыней. Мгновенно откинула простыни, 1, 2, 3, вот он, мой 24-летний племянник, сын моей сестры. Все лицо, вся грудь в песке, ни слова не вымолвила. 2 были кабовцы, 1 маланца и наш Ахсал Багари Джумкович, арасадзыхский парень. Он из Арасадзых, приходил сюда и сидел на передовой в окопах. Сразу забрать тела не смогли. Еще 4 часа над ними кружился самолет или вертолет, и оттуда стреляли из пулемета. Точно не знаю, как называется, будь с ними неладное. И только когда стемнело, наши сумели вытащить тела погибших ребят. Еще одно несчастье. 28 марта упала бомба. Ах, мы с матерью были дома. Но что это была за бомба? Мгновенно вылетели двери, разбились стены, раскрошились стекла. Я выбежала из дома в поисках детей. Дочь, выбегая из двора, крикнула: «Я пойду в штаб». Ей было 15 лет, она помогала в штабе. Я стояла растерянная, когда услышала жалобный стон матери: «Лилия, не оставляй меня». Она вскочила от страха, поскользнулась и так сильно ударилась, что голова разбилась. Вот так в моем доме умерла моя мать Антица. Сообщили моему брату. Он вечером приехал на Арбе. Мы погрузили тело матери и, молча, не разговаривая, повезли хоронить к варанцевцам. Горько об этом рассказывать. Моя мать, которая воспитала 7 детей, не заслужила такую суровую участь. Мы не смогли устроить нормальные похороны. Все время раздавались взрывы. Ежедневно привозили тела погибших ребят на фронте. Я помогала хирургу Дауру Гургулия. Приносила ему мыло. Он мыл руки, в спешке начинал оперировать раненых. В это время рядом с ним на балконе лежали тела погибших. Пока жива, никогда не забуду, как он ампутировал пилой без наркоза руку Гиви Ашпа. Электричества не было, в темноте. Мы свидетели, он отрезал левую руку пилой, чтобы спасти ему жизнь. С первых дней войны мы находились в селе Джгярда. У меня был 5-месячный младенец, и я очень боялась за его жизнь. Однажды утром пошла в огород посеять семена. Меня соседи окликнули: «Быстро прячься, самолет!» Я забежала в дом. Развязала петли и вынула малютку из люльки. В эту секунду прогремел сильный взрыв. Что-то блеснуло на стекле. Ребенок сильно вскрикнул. Бомба упала во дворе шахинбовцев. Стекла выбились из оконной рамы и посыпались на люльку. Если я за секунду не успела бы вынуть ее из колыбели, она могла погибнуть. Еще один опасный случай. Глава села попросил убрать здание конторы. Мы чистили помещение, в это время стали падать бомбы. Все легли на пол, но я выбежала из комнаты и побежала домой, потому что ребенка оставила с пожилой свекровью. Все мне кричали вслед. Я бежала вдоль забора и дошла до дома. Со двора мне соседка крикнула: «Не бойся, мы их спустили в окоп». Мы сами вырыли этот окоп рядом с домом, чтобы защищаться от бомбежек.
Люльку с ребенком часто там оставляли. Мы жили в опасной зоне, рядом с гаражом. В конце концов, меня убедили уехать с младенцем в Тхорчал. Около месяца мы находились в Тхорчале. Первый раз за много месяцев я там увидела хлеб, который на вертолете привезли из Гудауты в Тхорчал. Моя соседка раскрошила хлеб в чай и дала попробовать моему ребенку. Мой ребенок первый раз узнал вкус хлеба в Тхорчале. Вскоре вернулись домой. Во время войны усиленно бомбили нас. Когда вижу по телевизору военную хронику о сгоревшем вертолете 14 декабря, не могу сдержать слез. Среди сгоревших в вертолете могли бы быть и мои дети. Наши родственники жили на высотке, которую называли Адзинархом. Родня собралась обсудить нашу дальнейшую судьбу, и мужчины посоветовали вывести детей и женщин в Гудауту. В первую очередь, чтобы защитить наших детей. Упаковали вещи. С нами были еще и дети Деверя, дети Гевия, Адзенба, мои трое. Младший был младенцем, всего 3 месяца. Мой деверь привез нас на машине на вертолетную площадку. Их было 2. Один сверху, а другой на набережной Аалтски. Мы наблюдали, как над нами кружился вертолет. К нам подошел знакомый и предупредил, что лучше пойти на другую площадку. Собралось очень много людей, шансов сесть на вертолет было мало. Бедный Аслан Зантария, герой войны, он тоже погиб в этом вертолете. Он пообещал моему деверю, если мы вовремя подойдем на вертолетную площадку, он договорится с пилотом и посадит нас в вертолет. Машина испортилась, мы не смогли спуститься на нижнюю вертолетную площадку. Деверь не смог ее завести и повезти нас. Как он ни старался, никак не получалось. Видимо, судьба у моих детей была другая. Это было 14 декабря. Мы вернулись обратно в дом к родственникам. Вскоре приближали их соседи, узнали, улетели ли мы на этом злополучном вертолете. Уже знали, что его сбили. Еще случай, который я хотела бы рассказать. Весной мы вспахали землю и сеяли с мужем на поле. Моя свекровь с нашими детьми пришла к нам, присела рядом. Мы продолжали трудиться. Вдалеке стали слышны звуки взрывов. Мы поторопились, закончили работу и быстро направились домой. Зашли в дом, свекровь ребенка поставила в ходунки, и в этот миг прогремел сильный взрыв. Я растерялась, не знала, куда бежать. Сильный удар был там, где находился мой муж. Бежать к ребенку или к мужу? Я замешкалась. Его не видно, а дым столбом. Дети кричат, визжат. Я догадалась, что он сильно ранен, раз не может встать на ноги и издать звук. Его отвезли в больницу. Я запомнила образы бойцов, сколько бы лет ни прошло, они перед глазами. Когда погиб Баути Мурадзенба, его боевые товарищи Мушни, Ашба и Аркадий Чичхалия пришли его оплакивать. Бойцы Восточного фронта были одеты по-другому. У них не было нужной экипировки. Кто что имел, то и носил. У одного из них, точно не вспомню кто, Мушни или Аркадий, сапоги были сильно изношены, и носил он их как-то не так, как нужно.
Это случилось во время войны, в ночь с 4 на 5 июля. В 7 утра начался артобстрел. С раннего утра до позднего вечера стрельба не прекращалась. Мы с соседями, лагулаавцами, вырыли блиндаж сами на 2 семьи. Как только слышали свист и грохот снаряда, с криком «началось», что значит налет, бежали в блиндаж. Я с детьми одна была дома. Младшему ребенку было 10 месяцев. 2 дочери чуть постарше. Муж работал в гараже, помогал нашим бойцам, сплавлял железо из трофейной техники. По 3-4 дня не бывал дома. В такой день однажды из-за беспрерывного обстрела нам пришлось сидеть в блиндаже более 7 часов. Дети проголодались. Во время небольшого затишья я решила сбегать домой и быстро приготовить что-нибудь. В этот момент пришел и отец детей. Он помог мне, разжег костер в дровяной печке, которая стояла за домом. Я готовила обед, опять усилился огневой налет. Муж крикнул опять: «Началось! Стреляют! Беги!» Сначала побежала, но затем вспомнила, что посуда может подгореть на огне, и обратно побежала назад домой. Кастрюлю сняла с печки, поспешила в блиндаж. Мне надо было пробежать через 2 калитки. Я видела мужа перед собой, и неожиданно над головой прогремел снаряд. Над блиндажом стояло дерево. Снаряд зацепился за ветки и взорвался. Он был уже у блиндажа, а я подальше. От взрыва вокруг все почернело. Полетели искры. Я упала от волны или сама бросилась на землю, не помню. Пошевелила руками, ногами, вроде все целое. Подумала я и пыталась не терять самообладание. Привстала и начала искать глазами мужа. Но его нигде не было. Услышала стоны, быстро подбежала, он лежал ниц. В левую ногу попал большой осколок снаряда, и нога была переломана. Ему нужна была срочная помощь. Я начала кричать так сильно, будто услышала о смерти. В тот день все сидели в блиндажах, и никого не было снаружи. Меня никто не услышал. В доме был жгут, и я побежала за ним. Чуть выше перелома стала крепко завязывать узел жгутом, но он порвался. Наш сосед Лагула пришел на помощь, успокоил меня. Принес из дома обычную веревку, и мы совместными усилиями затянули чуть выше раны. «А теперь кричи громко, на нуле, кричи, кто-нибудь тебя услышит», — сказал мне сосед. Нас так много бомбили, потому что жили рядом со штабом. Бойцы услышали мои крики и прибежали. Снаряды падали безостановочно. Бедный он, где лежал, все время говорил: «Оставьте меня, спасайте себя, спускайтесь в блиндаж». Подняли его и быстро по проселочной дороге понесли в госпиталь. Когда рядом падали снаряды, опускали на землю, а потом опять на руки и шли дальше. Так с трудом мы сумели его дотащить до госпиталя. Только его занесли, из Лабры привезли 7 раненых. Бедный Мизан Каца был очень тяжело ранен, он умер позже. Наш раненый был 8-й. Им всем сделали уколы. Оказали первую помощь, потом вызвали трактор, мы их называем акапряб. Загрузили раненых и направили в Тхорчал. Его прооперировал очень грамотный хирург Роберт Сакс. С 5 июля по октябрь он лечился в больнице. Хочу процитировать слова дочери, которой во время войны было 4 года, а сейчас студентка 4 курса. Лабру часто бомбили, поэтому взрослые между собой часто упоминали, что в Лабре опять сильный обстрел. И она повторяла:
Лабла-Гугу. После войны, когда жизнь наладилась, появилось электричество, и мы стали смотреть телевизор, увидев большое количество людей на экране, она восклицала: «Мама, все эти люди будут ночевать у нас, потому что мы приютили беженцев, кто остался без крова во время войны, и делились всем, что у нас было». Сложно говорить о войне. Все помним до мельчайших деталей. И стар, и млад в моей семье все воевали. Мы все время смотрели на дорогу, ждали их возвращения, тревожились, что будет дальше. Не все возвращались из боя. За каждого боялась, как за родного. Мы помогали в тылу. Готовили, стирали. Не было хлеба, не было пшеничной муки, магазины не работали. Бойцов кормили только тем, что собирали люди из своих запасов. В основном кукурузная мука. Все без исключения наши соседи трудились на фронт. Больше всего мне причиняет боль гибель молодых ребят и то, как их на тракторе привозили. Другого транспорта не было. Из кузова торчали ноги, не вмещались в трактор. Безостановочно падали снаряды до 100 в день. Все вырыли окопы рядом со своим домом. Но и это не всегда защищало. Хотели уничтожить наш народ. Иначе как объяснить, что они убивали всех? И стариков, и беззащитных женщин, и детей. Хотели уничтожить абхазов до последнего.